Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто за вами тайно следит? Кто за вами тайно наблюдает? Ни о ком не думайте, просто закидайте на себя, и песочек сам все покажет. Итак, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и ценную информацию. Интересненько так показали, что вокруг вас очень много разговоров ходит. Много разговоров, много кто о вас говорит. И что удивительно, разговоры неплохие, это не сплетни. Это, знаете, как легенды, восхищения. Как будто бы люди друг другу про вас рассказывают и рассказывают о чем-то хорошем. Что вот вы чего-то добились, вы смогли решить какие-то серьезные проблемы. Но вот как будто бы вас в пример ставят, и вами как будто бы люди друг друга мотивируют. Да? Вот смотри, была такая женщина, либо есть такая женщина, у нее прям там катастрофа, беда, но она нашла в себе силы, она боролась, она победила, а теперь у нее все хорошо, да? Либо она там выдержала, добилась, решила. Ну вот такое впечатление, что вас в пример ставят, либо вами люди мотивируют друг друга. Да? Допустим, вот вы там одна с детьми осталась, но при этом вы выстояли, выдержали, детей на ноги поставили, карьеру сделали, там, не знаю, дом себе купили, машину купили, там, крутая бизнес-вумен. Либо вы были в каком-то безвыходном положении ситуации, все было против вас, но вы боролись, вы победили, и теперь у вас все хорошо. Очень много таких разговоров ходит вокруг вас. Кто за вами тайно наблюдает? Да, огромное количество людей, но они, знаете, вот наблюдают не с тем, что вот что-то плохое думают, а наоборот, им интересно на вас посмотреть, потому что они наслышаны о вашей силе, о том, что вы можете выдержать любой удар, что вы там жизнь свою поменяли, что вы всего, чего хотели, всего добились, что вы выбрались просто из ужасных условий, из ужасной ситуации, и теперь вот королева, хозяйка жизни. И прям наблюдают, вы этих людей не знаете, эти люди для вас незнакомы, чужие, а они за вами наблюдают, потому что вы им очень интересны. Вы для них вот прям живой пример того, что нельзя сдаваться, нельзя опускать руки, что в каждой сложной ситуации, безвыходной ситуации можно добиться своего, да, можно победить. Вот. И поэтому многие люди на вас смотрят, многие люди о вас друг другу рассказывают и, опять же, вдохновляются вашим примером. Многие женщины вдохновляются, да и мужчины, кстати, тоже вдохновляются. Не знаю, не могу сказать, что у вас были за проблемы, либо что вы пережили. Но, наверное, что-то очень роковое и тяжелое, раз так много легенд о вас ходит. Очень много разговоров и очень много внимания. То есть кто за вами наблюдает, это незнакомые люди. Незнакомые люди, которые в восторге от вас и которые берут вашу жизнь как пример, как лекало, как образец для подражания. То есть это неплохо. Наоборот, вы вдохновляете людей, ваш образ вдохновляет людей на то, чтобы бороться, не сдаваться и идти вперед. Понятно, что, судя по всему, жизнь у вас была очень тяжелой, и вам очень многое пришлось пережить, вытерпеть, вынести на своих плечах. Но ваш пример, он образец для подражания, так мне идет. И поэтому люди прям засматриваются на вас и думают: господи, она такая маленькая, такая хрупкая, как она смогла бороться, да, либо какая она крутая, да, вот откуда столько силы, вот такие вот моменты показаны. Но разговоров очень много ходит. Возможно, вы в курсе, возможно, вы все эти разговоры, легенды знаете, но вот песок это показал. А возможно, для вас это вот новинка, да, вы не знали и не слышали, но теперь будете знать. Разные люди за вами наблюдают, потому что вы очень интересная личность, и, ну, можно сказать, что все хотят быть как вы, да, похожими на вас хотят быть. Так, теперь левая сторона. Ну вот видите, сердце, мужчина сердце прячет, весь такой обвился вокруг этого сердца и прячет. Сердце он прячет от какой-то злой, худой женщины.
Может быть, она и не худая, но вот у нее нет чувств, у нее нет эмоций, у нее, как бы, знаете, вот расчет. Расчет для нее не люди, для нее там деньги, либо материальные блага важнее всего. Вот он от этой женщины прячет свое сердце, и он за вами следит. Но вот мне идет, что это какой-то мужчина, который в своей жизни сделал неправильный выбор, ну, либо проиграл свою жизнь, да, на что-то там понадеялся, либо кого-то послушался, и в итоге он вас потерял, свое счастье потерял, живет с другой злой женщиной, коварной женщиной, а за вами он только лишь может посматривать и наблюдать, и должен это все скрывать, ото всех скрывать. То есть мужчина, который, возможно, там, не знаю, родителей послушался, да, и родителям вы не нравились, зато какая-то другая женщина нравилась. И вот он послушался своих родителей и с другой женщиной связал свою жизнь. И тем самым обрек себя на страдания и навсегда потерял вас. Возможно, с этим мужчиной вы долго были вместе, а потом мужчина обманулся, был обманут, да, какой-то коварной женщиной, которая ему там обещала все и сразу. И вот он сделал этот неверный шаг, неверный выбор, и теперь уже понимает, что к вам все дороги, пути закрыты, мосты сожжены, и, возможно, вы даже не свободны в сегодняшнем дне. И вот единственная его отрада — это та любовь, которую он к вам испытывает, и возможность за вами наблюдать. Мужчина за вами может наблюдать как лично, да, где-то там в кустах, за углами прятаться. И также мужчина может наблюдать за вами через интернет, ну, допустим, там соцсети, да. Но наблюдение он ведет прям ежедневно, регулярно, очень четко, как в аптеке прям. То есть если он ничего про вас не узнает, либо вас не увидит, для него это все прям голова начинает кружиться, уже сам не свой, слезы, ужасное состояние, вот прям все, жить не хочу. Но вы его точно знаете, вот он сейчас связан с очень плохой женщиной. И эта женщина его очень часто обижает. Там нет ни любви, ни радости, там только лишь какой-то материальный вопрос. То есть он должен ей угождать, ее обеспечивая, либо полностью оплачивая ее содержание. Может быть, у нее там помимо ее содержания еще есть дети там от предыдущих браков, может, там семья у нее есть. В общем, он на всех на них работает. Жизнь он свою потерял, жизнь он свою проиграл. Вот. И единственная радость — это за вами следить и наблюдать. И знаете, этот мужчина, он уже ни на что не надеется. Но с другой стороны, когда у вас что-то хорошее в жизни происходит, и вот он об этом узнает, он радуется как ребенок, он за вас радуется. И это согревает его сердечко. Сейчас этот мужчина в каком-то ужасном состоянии, он плохо выглядит, либо он сильно как-то состарился, истаскался. И ему очень стыдно попасться вам на глаза. Очень стыдно. И ему очень хочется, чтобы вы ничего про него не знали, чтобы, не дай бог, там не увидели, и чтобы вы его не жалели. Вот как-то так мне идет. Не жалели, либо не стыдили, да, что вот ты так плохо выглядишь. Но он вам рад. Вот он рад вашим успехам, он рад тому, как вы выглядите. И вы его отрада, вы его как будто бы свет в оконце. Не знаю, жалеть его, либо не жалеть, но сердце у него большое. То есть если бы он не был таким легковерным, либо не был таким глупым, то мог бы прожить прекрасную, счастливую жизнь рядом с вами. Ну, видите, что случилось, то случилось, да? Проиграл. Свою жизнь он проиграл. И еще, мои хорошие, за вами кто-то следит. Не могу сказать, кто, но вот как будто бы из соседнего дома. В соседнем доме человек живет. Может быть, напротив вашего дома. Может быть, где-то сбоку дом находится. Но вот как соседний дом, там из окна кто-то постоянно за вами следит. Именно за вами, не за всеми людьми, а именно за вами. Наблюдение, слежка, вот когда бы вы там из дома не выходили, либо, не знаю, просто мусор выбрасывать вышли, уже человек у окна и уже за вами наблюдает. То ли человеку очень скучно жить, а вы как бы яркий персонаж, либо человек, ну, что-то к вам чувствует, и такое может отыграться. Но этот человек, он из дома не выходит. Мне идет, что как затворником живет этот человек. Либо, если выходит, то крайне редко, и то как-то украдкой. Ничего не могу сказать, потому что человек абсолютно закрылся в своем доме. Вот единственное, что показали, что из дома наблюдает.
Вот слежка идет, слежка, наблюдение, причем вот, ну, полноценная, не знаю, там 24/7. Да, вот человек всегда вас видит и всегда знает, дома вы или нет. Вот вы выходите, человек такой, ага, ушла. И вы приходите, человек такой, ага, пришла. Возможно, этот человек, он постоянно сидит у окна, либо, не знаю, на балконе, допустим, да, поэтому он наблюдает, следит, наблюдает. И также я бы вам рекомендовала в темное время суток, когда вы включаете электрический свет, закрывать, зашторивать окна. Потому что человек даже может вот, ну, всякие интимные моменты наблюдать. Там, как вы с детьми общаетесь, либо как вы переодеваетесь. Да? То есть вот не очень это хорошо. И лучше, конечно, предотвратить. Да? Закрывайте плотно шторы, либо жалюзи, смотря что у вас есть, чтобы, ну, случайно там, да, человек не увидел то, что видеть не положено. Мне вообще идет, что это как бы, наверное, больше мужская фигура идет. Мужчина, либо парень. Ну вот как-то так мне идет. Женщина навряд ли, но вот больше когда мужская энергетика идет. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показывают мужчину. Мужчина, который, ну, такой, знаете, вот яркий, весь активный. Спортом, скорее всего, занимается, либо заводила в компании. Мужчина, который научился за вами смотреть так, что никто не видит. Мужчина, которому вы всегда были интересны, но мужчина, который не может вам предложить, например, отношений, поскольку там вы не свободны, либо он не свободен, либо вы уже отказывали этому мужчине, причем отказывали так, что вот прям четко как границу провели, да, что вот нет и все, ни при каких условиях. Ну, иногда такое бывает, да, просто человек не ваш, вы это чувствуете, и вы говорите. Вот этот мужчина, он, знаете, вот мне идет больше наблюдение с целью, что вас там никто не зацепил, не обидел, там, предотвратить, может быть, ухаживание за вами какими-то недостойными мужчинами, либо видеть, что кто-то на вас там зуб точит, да, чтобы подойти, предупредить. У человека к вам достаточно теплые чувства, и этот человек, вот ему хочется вас, не знаю, оберегать, защищать, покровительствовать вам в какой-то степени. То есть человек не может быть рядом с вами, но человек может вас защитить. Да? Вот, например, если вы работаете вместе там, в одном коллективе, либо на одном предприятии, то есть вы не вместе, вы не пара, но человек за вами следит, чтобы вас там лишний раз никто не обидел, да? Чтобы плохого с вами не случилось. Вот хочется быть таким вашим земным ангелом-хранителем и по возможности вас оберегать. Ну, вплоть до того, что если этот мужчина там услышал, подслушал, что вы куда-то собираетесь, и он может тоже там быть. Да, будет просто там ходить где-то вдалеке от вас и наблюдать, чтобы вас никто не обидел. Я не понимаю, почему он взял на себя такую роль, но он считает, что это прям его роль, его миссия. Что вот он должен вас там типа защитить, защищать и покровительствовать вам. Ну, такой странный, конечно, человек. Странный, непонятный и, наверное, со своими какими-то тараканами в голове. Так, еще тут больше похоже для тех, кто, ну, работает, например, занимается своим делом, бизнесом. Женщина, конкурентка, либо женщина, которая, ну, хотела бы, как вы, например, да, добиться успеха. Может быть, это какая-то стажерка на работе, да, которая вот пришла, и ей вот хочется всего и сразу. Ей вот сказали, что вы самый опытный специалист, либо сотрудник, и вот она просто глазами вас поедает и старается запомнить все, что вы делаете, как вы делаете. Вплоть до того, что она начинает там, не знаю, копировать, да, подражать вам. Если речь идет о собственном деле, вот вы ведете собственное дело, собственный бизнес, то тут 100% конкурентка, которая сама пустое место, там, знаете, щелкнешь и звон пойдет. И человек именно подражанием, копированием, слепым копированием пытается, ну вот как добиться какого-то успеха. Эта женщина понимает, что с одной стороны не будет вас, что же она будет тогда делать, да, с кого она будет пример брать,
кому она будет подражать, но с другой стороны, она еще как бы борется с вами. Может распускать про вас какие-то сплетни, там, порочить вашу честь, достоинство, делать вам какую-то там не очень хорошую рекламу, негативную рекламу. Ну вот она за вами наблюдает, она за вами следит и очень сильно психует, когда у нее не получается так, как у вас, когда люди к ней не идут, либо она пытается делать, как вы, а у нее это не выходит, очень сильно психует и там начинает придумывать, что вы там не такой уж профессионал, то, скорее всего, вы там что-то еще делаете, потому что там вам магия помогает, да, что вы там всех себе намагичили, всех убедили, что вы классный, на самом деле нет, потому что она пытается делать, как вы, а результата такого нет. Очень злобный персонаж, злобный, и я не вижу, чтобы у этой женщины что-то было хорошо в жизни. Наоборот, она как будто бы пытается проживать чужие жизни, из-за этого у нее одни какие-то потери, несчастья и неудачи. Такая, знаете, мерзкая какая-то женщина, мерзкая. Она может тайно за вами следить, наблюдать, а может и явно. Возможно, вы даже знаете, кто она такая. Возможно, у вас уже были как бы стычки с этой женщиной на почве того, что она вот просто вот под копирку все слизывает. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.